Так, всем привет! Приветствую вас на своем канале. С вами Астарта Сантиатара. Делаем с вами раскладик на короля на недельку с 18 по 24 ноября. Выбирайте свой вариант и небольшой опрос. Нужен ли на игральных картах расклад на любовный треугольник. Игральные карты — это не таро. Тут трактовка будет совсем в другом ключе. Тут будет четко видно, кто к кому тянется, кто к кому не тянется, тот, кто от кого убегает и так далее и тому подобное. Тут прям все будет четко и понятно. Итак, перед вами 3 варианта. Выбирайте свой, как обычно. И, как говорится, в добрый путь я перехожу к варианту номер 1. Первый вариант, и король бубнова, и заходит он в недельку с каким-то раздражением, с какой-то злостью, видимо, на какие-то бизнес-вопросы. Также, смотрите, я партнером назначила к нему даму Треф. Тут еще может он злиться и раздражаться на любезности дамы Трефовой. Также здесь у него было какое-то свидание с этой самой дамой Трефовой, да, со своей партнершей, но свидание такое пустое. Увиделись, поговорили, какой-то разговор был пустой, ни о чем, просто там, видимо, бытовые какие-то вопросы. Итак, первый вариант, король бубновый. На сердце у него ранняя дорога дамы Трефовой и своей партнерши, под сердцем злость, раздражение. Вот на кого-то он злится, раздражается, скорее всего, здесь на себя. В голове у него большой, такой достаточно неприятный, видимо, разговор с самим собой, какие-то переживания, терзания, метания, раздражение, в общем, какой-то весь злой, раздраженный и, скорее всего, еще уставший, и от этого самочувствие может быть плохое. В ногах у него чаяния и надежды дамы Трефовой и любезности короля червового, либо любезности вот еще и дама червовая у нас выпала. И через эти любезности он получил какие-то новости или какие-то важные бумаги. Что было? В ранней дороге был король червовый к нему со своим интересом. Также, смотрите, выпали вы в прошлом и король червовый. Вот как-то вы совместно с ним выпали. Также он был со своими любезностями к хлопотам этого самого короля червового, либо к хлопотам дамы червовой. Вот обратите внимание, кто эта дама червовая, я не знаю. Это решать вам. Если вы точно знаете, что есть третье лицо в отношениях, то это может быть она. Если нет, то это может быть кто угодно. Даже тут, смотрите, выпало и король червовый, и дама червовая. Это могут быть, возможно, родители, либо какие-то бизнес-партнеры, и девушка, и мужчина. Совместные могут быть какие-то бизнес у них дела. Далее, что будет? Будет он хлопотать за разговор, скорее всего, здесь с дамой червовой, но может быть и с королем червовым. Тут вот, в общем-то, разговор, да, обобщим, с червовой мастью. Кто это будет решать вам. И, скорее всего, в разговоре еще будет и некий казенный король. Вот тут, как я и говорила, могут быть бизнес-вопросы, какие-то рабочие дела, рабочие моменты могут они все совместно обсуждать через хлопоты нашего героя короля бубнового. Также в будущем у них, смотрите, выпали вы, дама Трефовая, да, и он к ней, то бишь к вам, со своими чаяниями и надеждами, дамы дорогие. И также будет у него свидание и, скорее всего, совместное свидание. Смотрите, вот они, свидание с вами, с дамой Трефовой, да, и тут же и дама червовая. Вот тут может быть как совместное свидание, да, но и может еще и проиграться, что будет свидание, например, вот король бубнова наш герой, да, король червовый, который герой из прошлого, и вы, дорогие дамы Трефовой. Тут может быть и так, например,
Если это какой-то родственник, брат, сват, то вы просто все втроем вот можете увидеться. И основная линия этой недельки, тут вы к нему со своим интересом, да, интерес этот будет касаться, видимо, какого-то будущего, либо дальней дороги, и будет он у вас с ним, с королем Бубновым, с нашим героем, свидание. И в этом свидании будете вы что-то, видимо, обсуждать, что-то обговаривать. Опять же, смотрите, скорее всего, это ваше совместное будущее, совместная дальняя дорога. Вот вы будете здесь строить планы и что-то обсуждать. Итак, последняя раскладочка и для него. Смотрите, разговор и свидание с вами и с неким казенным королем. Либо этот разговор и свидание, он будет к нему относиться с большой долей благородства. Для дома переживания за вас и хлопотать он будет тоже за вас, дорогие дамы трефовые. На сердце у него ваши чаяния и надежды, любовь, любезности за или к вашим чаяниям и надеждам, и он к вам со своим интересом. В общем, смотрите, как прекрасно у нас получается наш король Бубнов, наш герой, да, которого мы смотрим. На сердце содержит вас, свою любовь к вам и ваш интерес. То есть он к вам повернут прям на этой недельке только о вас и думает. И для него, смотрите, тоже вы. Никуда он от вас не уходит. Что было? А был он со своими чаяниями и надеждой в ранней дороге к некой даме Червовой. Но вот смотрите, здесь, скорее всего, и вы были. Тут, как я уже и говорила, какие-то совместные у вас дела с червовой мастью. И с королем, который был в прошлой раскладке, да, но в этой он не выпал. И с этой дамой червовой. Скорее всего, либо это коллеги по работе, да, совместно у вас какие-то дела, вопросы, либо это некие родственники ваши. Что будет? Смотрите, опять выпала вся червовая масть, и она со своими любезностями, со своим домом к вам, во-первых, смотрите, дамы трефовые, да, и, ну, и, конечно же, к королю Бубновому, да, к нашему герою. То есть тут, скорее всего, здесь родственные какие-то связи, родственные узы, потому что вы вот вчетвером, какие-то у вас совместные дела. Но также, как я и говорила, тут могут быть и бизнес-вопросы. Это при условии и для тех, кто ведет работу, бизнес совместный. Также на пороге что будет? Какие-то он получит новости, либо бумаги через интерес червовой масти за дальнюю дорогу, смотрите, за будущее, либо в дальней дороге, то есть ближе к концу недельки. И успокаивается он, смотрите, злостью. Решила достать доп, спросить, на кого же это будет злость. И опять выпала карта злости и раздражения. Ну и вытянула еще одну карту. Все-таки нам нужно узнать, что это такое. И почему-то раздражается он все-таки на червовую масть. Вот никуда она не уходит. И злиться и раздражаться он будет на эту самую червовую масть, на короля или на даму червовую. Это был первый вариант, мои дорогие. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы. Всего вам самого хорошего, гармонии и процветания. Всех благодарю, что были со мной. Спасибо вам всем большое, что интересуетесь моей работой. Мне это очень и очень приятно. И если видео нравится, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Со всеми прощаюсь и перехожу к королю Трефовому. Итак, двоечки и король трефовый. Партнером я назначила даму Бубновую. И заходит он в период, смотрите, с ранней дорогой и с разговором некой дамы Червовой. Кто это может быть, решать вам. Если есть третье лицо в отношениях, то это может быть и она. Если нет, то это может быть кто угодно. Коллега по работе, врач, адвокат, нотариус, продавец в магазине, банкир, кассир, в общем, кто угодно. Также, смотрите, в ранней дороге была эта сама дама Бубновая, и были какие-то бумаги важные, либо здесь он получил какую-то большую крупную сумму денег. Также, смотрите, вот опять какое-то деловое свидание в казенном доме и разговор. Смотрите, как здесь может быть. Скорее всего, тут очень похожа эта раскладочка на то, что какие-то бумаги важные он оформлял, финансовые бумаги. И в этом ему помогала эта самая дама Червовая, вот этот самый казенный дом.
свидание, смотрите, бизнес, вопросы какие-то он обсуждал. Если нет, то опять же тут просто какие-то были деловые вопросы, переговоры у него в казенном доме. Ну, в общем-то, рабочие моменты. Итак, двоечки, трактуем для вас. И смотрите, как интересно выпало. Тут, конечно, намек на треугольник сразу прослеживается. На сердце выпало вы, да, партнером я загадывала к нему даму бубновую, и под сердцем дама червовая. То есть он содержит две женщины в своих мыслях, в своем подсознании, в своем сердце. В голове у него в ранней дороге был казенный король, с которым, видимо, он обсуждал какие-то планы, какие-то проекты. Также тут что может быть? В ранней дороге что-то они обсуждали с дамой червовой, и он к нему со всеми своими благородными порывами. Какие-то они вопросы решали касаемо будущего, либо некой дальней дороги, либо это у него будет в планах ближе к концу недельки. В ногах у него пустые хлопоты какие-то, и какой-то он получил нечаянный большой интерес, и теперь он за этот интерес радеет, переживает. Хочется даже сказать, льет слезы. Ну вот, что было? Была эта самая дама червовая со своими любезностями к нему, и наш король трефовый к ней со своими хлопотами. Также было свидание с вами, с дамой бубновой, да, с партнерой. Прошу прощения, уже заговариваюсь, с партнершей, да. И он к ней со своим, то есть к вам, и он к вам со своим интересом. Также тут был в ранней дороге, был он сам, разговоры с самим собой. Видимо, он что-то решает, что-то анализирует сам с собой. Я бы сказала, даже метается и терзается. Что будет? Будет он со своей любезностью к даме червовой, и дама червовая к нему со своими хлопотами. Либо он будет со своими любезностями к хлопотам этой дамы червовой. И все это будет в ранней дороге. Ну и вы будете тоже в ранней дороге, никуда вы от него не уходите. Также, смотрите, будет у вас разговор. Просто, видимо, что-то будете обсуждать. Вот. И что будет, также вы к нему со своими любезностями, и дама червовая к нему со своим интересом. И основная линия этой недельки. Вы к нему, опять смотрите, со своим интересом, либо здесь он получит какую-то крупную сумму денег, и будет у него разговор с дамой червовой, но разговор будет такой достаточно нервный, раздражительный, через его чаяния и надежды. Либо разговор будут они обсуждать его чаяния и надежды, и все это будет на такой вот нотке достаточно нервной, нервозной, злой, раздражительной и так далее. И для него будет для него некий казенный король и его чаяния и надежды, но это будет либо в дальней дороге, либо он надеется на будущее свое, что-то, видимо, планирует, думает об этом, о своем будущем. Для дома у него разговор с дамой червовой и хлопоты этой самой дамы червовой. На сердце у него он сам, его дом и вы, свидание, разговор с вами. Что было? Охлопотал он за даму червовую, за ее любезности в ранней дороге. Что будет? Переживает он за интерес этой самой дамы червовой, и будете вы. И на пороге какие-то пустые хлопоты и ваша совместная любовь, совместные любезности. Смотрите, как они прекрасно выпали. Ну вот, конечно, пиковый валет у нас портит картинку, но в любом случае, смотрите, успокаивается он вашим интересом, то есть успокаивается он вами. Также тут еще он может успокоиться какими-то важными бумагами и поступлением крупной суммы денег. Это был вариант номер 2. Вам желаю, конечно, любви, гармонии, процветания, счастья, здоровья. Будьте любимы, будьте счастливы, берегите себя и своих близких. Всех благодарю, что были со мной. Опять же, неустанно буду это повторять.
Мне это очень приятно. Пожалуйста, ставьте лайки, если видео понравилось, пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь на мой канал. А я перехожу к червовому королю. И третий вариант, и червовый король. Партнером я ему назначила даму трефовую. И заходит он в период каким-то большим крупным разговором, и в котором он получил какой-то большой нечаянный интерес. Также в ранней дороге был король бубновый, вот он. Какие-то новости он, видимо, от него получил. И дорога эта была какая-то, видимо, деловая, связанная с работой, с бизнес-делами, с социумом. Также тут наш король червовый был в ранней дороге со своими любезностями к бубновому королю. Смотрим дальше. Итак, на сердце у него злость и раздражение, под сердцем собственные чаяния и надежды. В голове у него большой крупный разговор с дамой трефовой, то есть с вами, через его хлопоты. В ногах свидание с вами, встреча с вами, и также хлопоты, злость на хлопоты некой дамы бубновой. Кто это, решать вам. Это может быть бизнес-партнер, если вы точно знаете, что есть третье лицо в отношениях, кто это может быть, и она, либо это может быть кто угодно, коллега по работе, врач, адвокат, какая-нибудь медсестра, ну, в общем, все. Кто угодно это может быть. Что было? А было у него свидание с дамой бубновой через ее любезности. И обсуждалась там, видимо, дальняя дорога. Либо он планирует встречу, свидание с этой самой дамой бубновой в дальней дороге. В прошлом планировал встречу, которая должна произойти в будущем. Смотрите, также тут был у них какой-то разговор с дамой бубновой совместный, смотрите, да, какой-то большой, важный. И также было у них свидание, встреча с дамой бубновой в его доме. Если не в доме, да, то здесь просто как сигнификатор нашего короля червового, просто у них было свидание, встреча. Что будет? Через интерес нашего червового короля, видимо, будет встреча, либо что-то будут обсуждать они с дамой бубновой, но все это ему пусто. То есть поговорили, обсудили, встретились, но это так, пустые хлопоты. Также, смотрите, он к вам со своими любезностями, дорогая моя. И здесь также будет разговор с вами, но и дама бубновая к нему со своим интересом. Либо здесь разговор с вами за какие-то бумаги важные или за крупные суммы денег. И основная линия этой недельки. Вы к нему со своими любезностями, со своим интересом, со своими чаяниями и надеждами. И все это в таком вот достаточно благородном, позитивном посыле он содержит вас на этой недельке. То есть самое главное на этой недельке все-таки это вы, несмотря на всех дам бубновых и тут какие-то злости и раздражения, вы на этой недельке для него ведущая. Итак, и для него какие-то много хлопот у него будут, и пустые какие-то хлопоты, и хлопоты собственные за себя, и вы. Либо хлопотать он будет, смотрите, дорогие мои, за вас, за даму трефовую. Для дома вы, свидания с вами, разговоры с вами, ваши чаяния и надежды. В общем, в доме вы заполняете всю его жизнь, его пространство с собой. На сердце хлопоты бубновой дамы. Причем он злится и раздражается. И также злость и раздражение на вас, на ваш интерес. Также смотрите, тут может быть, если вы, например, практикуете, если вы практик-эзотерик, то здесь еще могут быть и хлопоты бубновой дамы у него, и также он будет, вы будете к нему со своим интересом, да, и какими-то своими услугами. Также он на сердце это содержит. Что было? Был он со своими чаяниями, надеждами.
И, видимо, хлопотал он за свидание с этой бубновой дамой, за разговор с ней. Разговор был какой-то большой, крупный и важный. Что будет? Дама бубновая к нему со своим интересом. Либо здесь он получит какую-то большую крупную сумму денег и некий казенный король. Либо здесь и деньги, и интерес этой дамы бубновой он ставит благородно. Потому что вот он сам выпадает. Видимо, что-то здесь, какие-то совместные хлопоты у него. И на пороге что будет? Вот-вот. Будет он с интересом к этой даме бубновой. Будет у них встреча с этой дамой бубновой. И успокаивается он с собой. Разговорами с собой. Ну вот, кто такая дама бубновая, опять же, решать вам. Но успокаивается он собой и своими какими-то делами. Это был вариант номер 3. Я желаю вам всего самого хорошего, благополучия, счастья, здоровья, успехов. Будьте любимы, будьте желанны, берегите себя и своих близких. Всем спасибо, всех благодарю, что были со мной, что смотрели мое видео. Пожалуйста, если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь на мой канал, мне будет это очень приятно. Я со всеми прощаюсь. До встречи в других моих видео. Всем пока.